официальном списке районов Республики Саха Абыйский улус занимает первую строчку. Непреднамеренно, по удивительной воле случая, наше первое повествование о Якутии тоже начинается с Абыя. Телепередача «Моя Якутия» приветствует вас из столицы Абыйского улуса Белой горы. Мы преодолели расстояние в 1300 километров, перелетели полярный круг и расскажем вам о природе и людях этого края. Нашу съемочную группу радушно встретил Порфирий Иванович Слепцов, первый заместитель главы улусной администрации. Побеседовав с нами и проникшись нашими целями, он организовал поездку в один из отдаленных наслегов. Первым делом надо поближе познакомиться с Абыйским краем. Мы посетили местный краеведческий музей. Сам директор музея Егор Васильевич Дахунаев провел для нас содержательную экскурсию. Показал много интересных экспонатов и рассказал историю Абыйского улуса. Нейлине bütün yütekelen bir bit. Onun amangna giden dar bağıtına verildi bit. To bilgin boldan eksponat bit. İki tane 205 ketiydi. İlk eksponatın yine şeref mamanta diyen bu. Bana bu spesifik sekreter çıktı hep bunda hep asıllada. Gelenler ya da malla doymaman değiller. Hep de eter bu hala. Bu tipi ulakhanın buluğun şey. Интересные букета морской, это мора балага. Келбире, вот чахалла хаманна кален ёкшой биревит, уябыт булакта, он том балы икыллада эми хуюту келбире. Бионя тургуманы севеттер, чиста балык тилер, он илимтен араран брандар, браган елдер өсө тыңнагыр тыңжене чокуй паттада. Еще одна интересная встреча состоялась в Белой горе. Мы посетили мастерскую художника-скульптора, резчика по дереву Василия Ивановича Спиридонова. Работы его впечатляют. Своеобразные композиции из дерева исполнены филигранно, с большой фантазией. Героями его произведений являются персонажи эпоса Олонхо. Тематын олонхо темата тоқта болны бұл. Олонхо. Он бәйім қаллатан бапын олонхо сюжеттерін оны тоқты болды. Ағар тоқтыр болды. Тоғанар болды. Онтан бәйті өскен кәлер. Мандығын дақпын, ичіндігін дақпын мандығы таққан кәлер тақты. Оны бұл мандығы қолы бұры боңыр бұпын мен бейді дұрғыда баққан олды. Orası bu baları. eski. Oğlum eski şeyin oğlu bakı kayamak. Urut eski sonra öğretim hepsi. Şimdi tohtan. Kendiki bilir. Körer kühüm ulatan erkekçi körer onda bir onunla bartın bahar bulam. Bu aktivatör ki beyte körer. Oğlum uruhida bakalım ne olur. Инструменты для резьбы мастер делает сам. Василий Иванович держит в секрете некоторые свои работы и не показал их. Он готовит свою персональную выставку. Река Индигирка – одна из крупнейших рек Якутии. На большом протяжении среднего течения она пронизывает всю территорию Абыя. Вся жизнь местных жителей сосредоточена на реке и связана с ней. Это основная транспортная магистраль. По Индигирке доставляются сюда большинство грузов. А зимой все необходимые грузы и товары возят по зимнику.
Случайно нам встретился интересный человек, который оказался речником с большим стажем. Вон боржи, видите, Машки стоят, вон большие. Да. 2502 у меня была приписана, и на ней работал и возил. Сами И ходили на судне? Ну да. Прошлый год даже домой. А вы как сюда попали? Ну, друг просто позвал. 30 Так. сколько лет тому назад? Ну вот уже 8-я навигация здесь. 8-я навигация это 8 лет тому назад, что ли? Да, тут уже. А вы откуда пришли? Салек мы тоже с Салек. Леной. Салек мы. Просто передвижение маленькое такое произошло. С Салекминска самого? Да. Там почти 20. А родились где? Ой, родился я далеко в этом. Забыли уже. Нет, Комесцеру, Сиульский район, это далеко туда, на значит, западе. не здешний. Но тем не менее, почему здесь остались-то? Ну, понравился вот сам север, сама природа. Нет, а в Алекминске сколько работали? Долго? 25 лет. И здесь 8 уже, пожалуйста. Ну, Так что спасибо, давайте. Геннадий Михайлович, спасибо большое. Ага. Озера и реки здесь богаты рыбой. В них водится более 30 видов рыб: осетр, нельма, чир, омуль, щука. Одним из важных объектов промысловой и спортивной рыбалки на Индигирке является елет сибирский, по-простому чебак. Вот тут-то мы и увидели впервые эту славную индигирскую рыбку. Вот знаменитый чебачок. Да ладно, щука, щука нам не интересна. Ну вот, по сравнению, да? Вот. Вот. Вот он. О, еще крупнее. Вот это да! Любимое занятие почти всех абыйчан – это, конечно, подледная рыбалка, а именно ловля знаменитого чебака. Используя довольно примитивные, но весьма эффективные орудия лова, рыбаки успешно удят рыбу. Посмотрите, маленькая удочка с мотовилом прямо здесь. Ага, и поплавок Вот, самодельный. я рекомендую нашим вот якутским ребятам, да, которые не знают, у них вот такие вот всякие эти катушки насаживают, а вот просто элементарно и с поплавком еще они оказываются. Поплавок Смотри-ка. тоже самодельный. Ага. Какие большие крючки! Неужели хватает этот чебак такие большие крючки? Это еще маленький. Ага. Это где-то еще Смотри-ка, маленький. незамысловатые грузила из двух гаек. Из двух гаек тут крючок поменьше. Второй крючок побольше. А зачем, спрашивается, покупать дорогие современные снасти? Выработанный десятилетиями опыт не пропадает даром. Ворон Черный Князь, вассал Баяная, с клёкотом приветствует нас, призывая остановиться. Оба! Всякий раз, если вы находитесь в дороге, коренные жители потребуют тормознуть в священном месте, где надо отдать дань уважения местным духам – итчи. Чаще всего это дерево керяхмас причудливой формы. В этом месте надо положить какой-нибудь предмет, немного еды или повязать ленточку. А иначе не видать удачи в пути. Таково поверье. Заброшенный поселок Дружина неприветливо проводил нас пустыми глазницами окон. А когда-то этот населенный пункт был столицей района. Наконец, проехав около 200 километров, наша съемочная группа прибыла в Кебергене.
сравнительно крупный поселок. Основной транспорт здесь – незаменимые снегоходы. Нашей съемочной группе представили человека, на удивление оказавшегося полным тезкой великого сына якутского народа, Аюнского, Платона Алексеевича Слепцова. Платон работает в клубе, имеет крестьянское хозяйство, занимается охотой и рыбалкой. Его гостеприимство и простота в общении покорили нас. Да и вообще, по своей сущности люди севера в большинстве своем очень отзывчивы и добродушны. У Платона есть старый пес по кличке Баянай, который любит петь под аккомпанемент своего хозяина. Есть на берегу Индигирки холм Сопка под названием Сахыл-Булгуннях. Его жители Кебергене считают священным. С ним связано немало легенд и мифов. И мы решили подняться на эту вершину. Вряд ли. Здесь, у подножия холма, мы обнаружили заброшенную звероферму. Местные жители часто приходят сюда отдохнуть и почтить это место. С вершины Булгуняха открываются прекрасные виды. На следующий пасмурный день наша съемочная группа отправилась в гости на саялык-летник Сидора Сидорова. Комсомольская молодежная ферма. На школе битер биталар вартаманналы. Манда киевата гыл болбут. Ого баватан олду бисер. Так. Бу булгунях балланами. Аратта калан түспүт. Олна магатерина. Онеме вити анара сал булгунях код вартамаси. Анда манда экко бойду братты ойттар алып биттер. Антон ол чечеге ижен улаккан ойыт уга төнөл бит бу келме. Манна да. Балыкты хиджат, оны браталан манна маска арагастармыз бит. Оны ототтамран алгабыт. Чалбак болу кадери олар. Оны каханды манна кимде өлбөтүн жолла энергиче болуун бит. Алгамра марбыт. Антон ол ихин манна жагалыр. Ута брас балык багатын болны. Да, топалык. Это сонданлар какны собо кыстах шокур чир жабарта бар. Не төртүгер бар. Это буманда барта. Тула да. Көл. Этот веселый, энергичный, с обаятельной улыбкой крестьянин имеет смелые и решительные замыслы организовать у себя на ферме сельхозлагерь для детей, а дальше развивать еще агро- и рыболовный туризм. Да, уликкола канча билисалакпын. Энде барта. Барта үйүнө. Тоқтар, огурсу, помидор, основной минер. Аттатыр грядалар балларында капустаны үйүнөрө бит кассагох. Тагар. Тагар. Оны жа арбуз, укроп, свекла тох, онда барта үйүнөр. Хозяева угостили нас деликатесами: салом жеребячьим, отварным языком, соленым чиром, жареной печенью и прочими вкусностями. Сток сена в Изгороде напомнил нам шалаш Ильича в разливе.
Это интересное ноу-хау местных жителей. Оказывается, дождливое лето копны и стога сушат на таких деревянных каркасах. Halkın kirer bu. Halkın bu madan kolabra. Ondan kolabra ulatnar bollakana kapıdan ganitten kala kala ödöre beni ha. Yoksan kala ansıraze beni ha. Ulatnar ne? O çağına hıdibet. Молодой жеребчик находится пока в тепличных условиях, чтобы впоследствии стать рабочим конем. Как же не побывать у местного кузнеца, если выдалась такая возможность? Сын кузнеца, сам уже в преклонном возрасте, Афанасий Васильевич, продолжает трудиться и делает вот такие великолепные якутские ножи. Bu tayak tıha da. Tayak tıha. Onu şikayetli yılan baran. Kataran basta. Ondan iliten baran bandık. Ongoran baran. Onu kurar beyazam aldık da. Самодельные кузни, которая по совместительству еще является гаражом, из стали рессор снегохода он выковывает свои клинки, прилаживая к ним рукояти, и мастерит ножны из шкуры лапок лося. Маленький внучок очень интересуется работой деда. Возможно, он продолжит традицию кузнецов Хабаровых. Ведь отец самого Афанасия Васильевича был знатным кузнецом. Старик показал топорик, который он нашел в тайге. На боковой стороне топора стоит лейбл известной американской оружейной фирмы. Многонациональная деревня Кебергене исконно является эвенской. Здесь сохраняют культуры эвенов. Начинать это делать надо с малого возраста, прививая детишкам исконные традиции, обычаи и промыслы народа. Прежде всего, основа всех основ – это родной язык. В здешней школе успешно обучают детей эвенскому языку. Издавна этим занимается старейшина рода Акулина Дмитриевна Слепцова. Она всю жизнь работала учительницей. Bu şüphesiz yer bir tulduk yürüp bitiyor. Nahal bağı beyler nahal bağını bitecekmiş. Oğullar kiyin köye bütünen bilinler hatatı. Есть и молодые учителя, продолжающие это благородное дело. Аида Скрябина и Евдокия Степанова обучают детей не только языку, но и прикладному искусству, национальным танцам. Самобытные танцевальные композиции, песни на родном языке успешно исполняет детский ансамбль «Нельтенке».
что означает «солнышко». Дети вот танцуя, да, в ансамбле, не только вот изучают вот эстетику, да, а они обогащают духовно, физически, да, и развиваются. И поэтому они вот в любых моментах ведут себя раскованно, уже не стесняются, потому что они уже выходившиеся на сцену, поэтому чувствуется, что есть такой плюс. Позаимствовав у Платона снегоход, мы поехали на подледную рыбалку. Побывать в Кебергене в апреле и не порыбачить – это было бы непростительно. Наша съемочная группа активно занялась рыбалкой. Как мы уже говорили, чебак – это основной источник пропитания. И это деньги, так как рыба пользуется высоким спросом. Вот, мы сегодня после обеда, здесь порыбачим. Ну, не после обеда, где-то с часу дня. Вот такой улов у нас еще. Это половина. Половина еще там поймал. Вот попался вот такой елец огромнейший. Посмотрите, какой он мощный. Вот удочка. Остальные вот по сравнению с ним. Вот это у нас там на Лене считается нормальный елец. Вот, в 2 раза больше. Ух, тоже хороший. Есть. Ох. И напоследок. О, самый крупный. 99. 99! Сотню я не буду брать. Это будет слишком. 99 и так называемый старик. Огонер. Фу. Хватит. Устал я. Все поло. Ох, класс. С сожалением о коротком пребывании и с грустью покидали мы гостеприимные Кебергене и Белую гору. Навсегда в памяти останутся добрые и простые люди, богатая природа удивительного края Абы.